состоялась третья очередная сессия 5-го созыва депутатов Якутской городской думы. На сессии городских депутатов рассматривались 24 вопроса. Внесли изменения в устав города Якутска, привели его в соответствие с федеральным законодательством. Также рассмотрели вопросы, связанные с бюджетом города. Внесли изменения в бюджет города на 23-й плановый период 24-25 годов. Рассмотрели бюджет города в первом чтении, теперь уже на 24-й плановый период 25-26 годов. Проект бюджета в первом чтении сформирован без учета межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха. Согласно документу, бюджет городского округа на 2024 год и на плановый период утвержден бездефицитным. Доходы и расходы местного бюджета прогнозируются в размере 12 миллиардов 907 миллионов рублей в 2024 году. 14 миллиардов 747 миллионов рублей в 2025 году и 15 миллиардов 875 миллионов рублей в 2026 году. Верхний предел муниципального внутреннего долга составит на 1 января 2025 года 4 миллиарда 946 миллионов рублей. На 1 января 2026 года 4 миллиарда 848 миллионов рублей. На 1 января 2027 года 4 миллиарда 583 миллиона рублей. Долговая нагрузка на бюджет или отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам остается в рамках ограничений, установленных бюджетным кодексом и долговой политикой городского округа. Руководитель департамента финансов Ольга Максимова отметила, что внесенный проект бюджета, как логическое продолжение бюджетной политики предыдущих лет, направлено на реализацию основных приоритетов – это социальная сфера, инфраструктура и экономика города. По разделу социальной политики там предлагается увеличение на 9 миллионов рублей, что связано в основном с поступлением межбюджетных трансфертов по единой субвенции на отдельное попечительство в отношении несовершеннолетних. По отрасли жилищно-коммунального хозяйства процедуры изменения суммы увеличения на 917 миллионов рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов 820 миллионов. Социально значимые статьи расходов занимают более половины средств от общего объема расходов. В 2024 году запланирован ремонт 2 общественных пространств – Сайсарского озера и современной набережной имени Романа Дмитриева на 202 микрорайоне. Остро стоит вопрос аварийного и ветхого жилищного фонда, так как многие дома не попали в адресную республиканскую программу. Проблема решается с учетом возможностей местного бюджета. В 2024 году на эти цели предусмотрено 270 миллионов рублей. Доходы городского бюджета на 2023 год составили 29 миллиардов 921 миллион рублей. Расходы – 31 миллиард 637 миллионов рублей. Дефицит утвержден в сумме 1 миллиарда 716 миллионов рублей. Доходы и расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 12,9 миллиарда рублей, на 2025 год в сумме 14 миллиардов 7 миллиарда рублей, на 2026 год 15,8 миллиарда рублей. Плановый дефицит бюджета на ближайшие годы отсутствует. Главное решение о бюджете городского округа город Якутск на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов будет выноситься во втором чтении депутатами Якутской городской думы. Главная сессия запланирована на 22 декабря текущего года. На сессии Якутской городской думы рассмотрен вопрос внесения изменений в устав города Якутска. Изменения связаны с приведением в соответствие федеральному законодательству. Депутаты проголосовали единогласно за принятие внесения изменений в налоговую политику. Депутаты поддержали 2 вопроса, относящихся к внесению изменений в постановление от 2003 года о налоговой политике городского округа. Рассмотрели вопрос, связанный с внесением изменений в постановлении городского собрания депутатов о налоговых ставках. Это прежде всего касается льгот для военнослужащих, участников специальной военной операции. Всем категориям участников спецоперации налоговая льгота по земельному налогу продлена на 2023 год.
Увеличен с 50% до 100% размер налоговых льгот по земельному налогу для военнослужащих и участников СВО. Депутатским корпусом рассмотрен генеральный план городского округа города Якутск. Это важный стратегический документ, который был принят на долгосрочную перспективу. Проект внесения изменений в генеральный план городского округа города Якутск, куда входят следующие населенные пункты города Якутск: село Владимировка, Капитоновка, Кильдямцы, Маган, Пригородный, Старая Табага, Света, Табага, Лукина, Хатаса. Последние изменения в генеральный план были внесены в 2015 году. С 2020 года окружной администрации ведется активная работа по внесению изменений в генеральный план с целью приведения в соответствии с планом социально-экономического развития города Якутска до 2032 года, а также с целью расширения действий генерального плана на территории городского округа. Актуализация данных на текущий момент, в том числе изменение функциональных зон, границ населенных пунктов с целью предоставления земельного участка для семей, имеющих 3 и более детей, а также для включения планируемых существующих объектов федерального, регионального и местного назначения. В 2023 году впервые за долгое время проект генерального плана был рассмотрен федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. В настоящее время проект генерального плана прошел процедуру согласования с федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением действующего законодательства. Сейчас я бы хотел приступить к основным ключевым изменениям в проект генерального плана городского округа. Настоящим проектом исключили все неустановленные функциональные зоны со всех карт генерального плана в рамках приведения в соответствие градостроительного кодекса Российской Федерации. То есть, по-простому, все белые пятна убрали из функциональных зон. Объединили и порядочили все карты в одну, ранее карты мостовиков и границы городов Якутска были разделены и поставлены для городского собрания. Добавили зону специального значения для кладбищ, зону особого охранения территории по водным объектам, добавили новую функциональную зону акватории. Действующая редакция генерального плана на данной территории не разграничивается и указаны как установленные функциональные белые пятна. Как показано на слайде 3, предусмотрели территории для последующих предоставления семьям, имеющих 3 и более детей, с общей площадью 432 гектара по направлению 7 километра Русского тракта площадью 135 гектаров в количестве 1014 земельных участков, 17 километра Русского тракта 176 гектаров в количестве 964 земельных участков и 8 километра Маганского тракта 121 га, ориентировочно на 700 земельных участков. Проект генерального плана данной территории внесены в черту населенного пункта в 2019 году распоряжение правительства Российской Федерации. Данные территории переведены из земель лесного фонда в категории земель сельскохозяйственного назначения. Общая очередь земель, состоящаяся на учете за предоставление земельных участков, составляет 8882 семей. Результаты предоставления земельных участков по данному направлению очередь должна сократиться на 2778 семей. Первоочередной задачей проекта генерального плана является развитие жилищного строительства в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и ускорение темпов расселения жильцов из аварийного ветложа. Наибольшее количество территорий находится в Царьшавском и строительных округах. Ущемлены территории планируемого комплексное развитие территории, существующие застройки с действующими договорами и по развитию застроенных территорий. На слайде 4 отображен масштабный инвестиционный проект «Воинская часть, квартал Звездный». Принято решение правительства Республики Якутия в 2020 году с общей площадью развития 68,5 га, объекты застройки 30 МТД с дошкольными группами, квартальная академия, предусмотрена 2 школы по 990 мест, поликлиника на 600 посещений в смену 2 детских сада, 315 мест, крытый каток, общая площадь
площадь жилья 260 тысяч квадратных метров, ориентировочно 8892 человека. Изменения в генплан внесены с учетом комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Якутск на 2017-2032 годы. Также мы рассмотрели вопрос об утверждении генерального плана города Якутска в свете последних изменений. В первую очередь, это, конечно же, мы говорим о том, что в начале сентября президент нашей страны утвердил мастер-план города Якутска. Ну и, соответственно, мы сейчас приводим в соответствие наш генеральный план. Депутаты также рассмотрели вопросы, касающиеся правил землепользования и застройки на территории городского округа город Якутск, вопрос по общественной палате города Якутска и наградные вопросы. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев своим указом поручил правительству республики установить памятник Михаилу Николаеву в центральном округе столицы. Администрации города Якутска рекомендовано провести работу по переименованию улицы Автодорожная в проспект имени Михаила Ефимовича Николаева. В окружной администрации города Якутска создана рабочая группа по исполнению пунктов указа главы Республики Саха-Якутия об увековечении памяти первого президента Республики Саха Михаила Николаева под руководством главы города Якутска Евгения Григорьева. И в соответствии с утвержденным порядком переименования производится решением Якутской городской думы. Мы знаем Михаила Ефимовича как великого сына Якутии, как человека, который, по сути, создал государственность Новой Якутии в составе Новой России. Очень многое сделал для города Якутска, в целом, конечно же, для республики. И поэтому планируем рассмотреть этот вопрос и переименовать улицу Автодорожная в проспект имени Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. У вас отчет или мероприятие. Нужно, чтобы увидели и оценили. Мы вам поможем. Прямая трансляция в интернет или на ваш сайт или аккаунт. Легко с одной камеры, красиво с 3 камер с компьютерной графикой. Телефон 8 914 2 753 111. Пришел, увидел, показал. Обращайтесь. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.